Не надо бояться густого тумана. Не надо бояться пустого кармана. Не надо бояться ни горных потоков, ни топи болотных, ни грязных подонков. Не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться дешевой удачи. Не надо бояться быть честным и битым, а надо бояться быть лживым и сытым. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться. Лишь собственной трусости надо бояться. Вопрос с путинским режимом решен. Да? Все дело времени. Другое дело, сколько мы приложим усилий, чтобы ускорить этот процесс. Потому что без нашего вмешательства, без нашей помощи, это будет сделать намного сложнее и дольше. Тем же американцам, тому же западному миру, который тоже разобщен, у которого тоже свои внутренние там дела, проблемы. Поэтому мы, как первые заинтересованные лица, конечно, должны прилагать усилия. Например, я хочу сказать, что по данным источников газеты New York Times, в российские энергосистемы американцы внедрили вредоносные коды, которые способны разрушать систему энергетических сетей. Это говорит о том, что в один прекрасный день можно сделать коллапс полностью России. Час X настанет, и американцы к нему готовятся. Далее, скажу, смотрите, арест счетов Кадырова. На Западе у него их нет, потому что он там больше всего Арабские Эмираты пытался их перевести. И Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который, это еще пару месяцев назад был. И теперь все счета одобрил законопроект по аресту и внесению Кадырова в список Немцова, да, по делу убийства, список Немцова. И он, конечно же, будет отвечать. И таким способом потихонечку обкладывают вот эту бандгруппу, вот этот бандитский режим со всех сторон. И он дальше будет обкладываться. Далее, британский спецназ переориентировался с борьбы с джихадистами, да, так называемыми джихадистами, теперь на Россию переориентировался. По этому поводу Россия выразила протест. Россия там уже заявила, что это значит и так далее. Это значит о том, что будут теперь уже спецназ будет принимать участие, вы понимаете? А где может спецназ принимать участие? Английский, да? Вот, задайтесь вопросом, может ли, например, спецназ английский высадиться где-нибудь в Москве и принять участие, там, например, нужна будет какая-нибудь поддержка, силовая составляющая какая-нибудь для уничтожения, допустим, как товарища Каддафи, или для попытки его задержания, да? Например, прилетят дроны, нанесут какой-нибудь удар, и кортеж террориста Путина будет уничтожен, допустим, да? И люди, которые находятся сейчас в России, находятся в Кабале, которые находятся на условиях, ну, почти заложника, да, русские, они, ну, можно сказать, не заложники, да, по сравнению с чеченцами, конечно, чеченцы это стопроцентный заложник, Чечня оккупированная, там жесткий такой диктаторский режим. Русские, конечно же, нельзя сказать, что они в заложниках, у русских чуть-чуть, если душка хватило бы, как говорится, то, я думаю, дело пошло бы быстрее и веселее бы. Но будем надеяться, если будет английский спецназ, то у русских и дух поднимется, и дело пойдет веселее. Поэтому можно применить. И именно поэтому Россия выразила по этому поводу обеспокоенность и заявила, что это имеете в виду, короче. Это же не военная какая-то стратегия, да, там, направить всю свою мощь английскую против России, там, ядерное оружие, там, ля-ля тополя. Это Путину не страшно. Он может русскими закидывать там миллионами тел
английские там, и европейские армии. Ему страшен вот этот спецназ. Спецназ решает точечные маленькие операции. Соответственно, по этому поводу вызывает такое очень интересное наблюдение по этому поводу. Да? И это очень хорошо, что мы можем только приветствовать. Об этом пишет, кстати сказать, поясню, Guardian об этом пишет. Далее, мы знаем, что над территорией чеченской, временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия патрулирует американский самолет-разведчик. Это открытая информация, об этом заявляли Радио Свобода. И вызывает у русских, у оккупационной армии, банд армии, вызывает обеспокоенность по этому поводу. Они выражают протесты. Конечно же, сбить американский самолет они не посмеют. И это казус белли, это повод к войне. И это себе позволить Путин не может. Он может только запугивать, да, что вот я применю, я сделаю. Он может против Украины воевать там, самыми подлыми, жестокими способами, да, против Ичкерии, против Грузии. Вот против таких стран, да, он может. А вот против Америки не может. Так вот, над нашей страной, временно оккупированной Россией, летает американский разведчик. И русские по этому поводу высказывают протесты, но ничего не могут поделать. Потому что в соответствии с военной доктриной США, они имеют право контролировать территорию, прилегающую к границе, там сколько-то километров, где расположена их военная база. В Грузии у них находятся военные подразделения, и поэтому приходится контролировать. Так что в этом плане у нас все отлично. Мы идем семимильными шагами к свержению путинского режима. И нет ни малейшего сомнения, что это произойдет. Завтра у меня будет, скорее всего завтра, может быть послезавтра, я запишу интервью с Полом Гоболом. И обязательно задам эти вопросы тоже. Я думаю, мы очень много интересного у него узнаем. Если вы хотите какие-либо вопросы ему задать, можете мне сейчас писать в стриме или под этим видео. Я буду отвечать на эти вопросы и буду, вернее, не отвечать, а буду ему задавать эти вопросы, чтобы мы могли поговорить с ним об этом.